Здравствуйте! Вы смотрите интернет-проект «Крупным планом». Как отразится обмеление реки Лена на водоснабжение Якутска? Не останутся ли горожане без воды? Перейдем ли на прямые расчеты с водоканалом? Об этом мы сегодня разговариваем с генеральным директором акционерного общества «Водоканал» Анатолием Андреевичем Карджигасовым. Анатолий Андреевич, добрый день. Добрый день. И наш первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какие работы сегодня проводятся на городском водоканале для обеспечения бесперебойного и, главное, качественного водоснабжения города в связи с обмелением реки? Якутск не останется без воды? Ну, насчет качественной воды уже горожане все знают. На сегодня подается чистейшая вода, и мы надеемся, что так и будет продолжаться. Что касается обмеления реки, это, конечно, достаточно серьезная проблема, поэтому и был объявлен режим ЧС. Вот 6 сентября решение ЧС за номером 241 под председательством нашего Илдархана прошло, где пунктом 2 обязывается, чтобы водоканал принял все меры для того, чтобы обеспечить в осенне-зимний период круглосуточно, круглогодично бесперебойную подачу воды. Значит, мы для этого готовы. Мы, в принципе, этим уже были обеспокоены с начала года. Вот, у нас работают гидрологи из МГУ, москвичи, уже давно по договору. Значит, в принципе, для того, чтобы вот объявить ЧС, мы сделали достаточно много работ, чтобы показать, что уровни падают. На сегодня, к сожалению, уровень продолжает падать. По Балтике это 83, уже 12 где-то, 20, что на 93-95 сантиметров осталось от зимнего минимума. Поэтому вот этим решением, также 6 пунктом Министерству финансов предписано, значит, восполнить резервный фонд правительства и за счет этого резервного фонда, значит, оплатить все эти работы. Вот буквально сегодня прошло очень быстрое, динамичное совещание у первого заместителя правительства Колодезникова Алексея Засимовича, где были все задействованные структуры. Мы уже договорились о том, что будем заключать договор, и с 20 числа сентября мы приступим к работам, дноуглубительным работам, с тем, чтобы вход в ковш был очищен, углублен, чтобы в зимнее время, когда будет ледостав, было достаточно пространства для прохода воды. Значит, мы все расчеты предоставили, как говорится, готовы к работе. Отлично. Соответственно, горожане без воды, даже если обмеление реки идет такими темпами, мы не останемся без воды. Я думаю, нет. Значит, и более того, мы принимаем параллельные меры. Если вдруг что, значит, мы готовим запас материалов, труб, насосного оборудования, кабельного оборудования с тем, чтобы в зимнее время, когда лед станет, чтобы вытащить над льдом, значит, насосное оборудование, протянуть пластиковые трубы 500-ку и заполнять ковш. Очень хорошо. Поэтому эти работы идут. Скажите, пожалуйста, Анатолий Андреевич, а на какой стадии сегодня работы по ремонту городского канализационного коллектора номер 2? А то вот зимой горожане часто жаловались на разливы фекалий и так далее. Да, эта проблема тоже стоит уже несколько лет. Вот особенно в этом году мы перезимовали очень тяжело. Весь горканал, значит, был в наледи, фекалиях. И по весне мы убирали очень много наледей. Значит, поэтому провели конкурс весной, победили екатеринбургская компания. Они прибыли к нам в июле, и вот уже 2-й месяц работают, уже 3-й пошел. Работы идут к завершению, есть очень хороший результат. У нас уровень воды в коллекторе упал, и надо сказать, если по сечению трубы в некоторых местах 70% было забито там разным песком, илом и так далее, да, то мы практически сегодня полностью очистили, и на днях мы закончим
один цикл полностью, и потом пройдем второй раз, чтобы убедиться, что мы везде прочистили. Ну и таким образом надеемся, что в зимние максимумы, когда у нас канализация будет работать, когда весь город будет сливаться, у нас выходов на рельеф не будет. И еще один такой вопрос. Жители Якутска высказывают некоторые волнения насчет того, что водоканал перейдет на прямую оплату за холодное водоснабжение и канализацию. Так ли это, Анатолий Андреевич? Ну, это принятый российский закон. К сожалению, многие управляющие компании, получая оплату от населения, они не доводили до ресурсоснабжающих организаций, поэтому был принят такой закон. И, конечно же, если есть желание перейти на прямые договора, мы не противимся. На сегодня у нас заключено договоров где-то около 47 тысяч квартир абонентов. Да? По той тенденции, которая идет, наверное, до конца года эта цифра дойдет до 60 тысяч, возможно. Да? Поэтому тут вопросов А сколько нет. всего в городе получателей услуги? Ну, в городе получателей услуги где-то около 150 тысяч, не менее. Да? Есть волнение, что как мы будем оплачивать, поэтому мы приняли все меры, чтобы было удобно. Мы открыли 7 центров обслуживания населения совместно с нашим партнером Сбербанком. Значит, у нас работает онлайн-оплата, у нас работает, значит, оплата через наш сайт. Поэтому мы максимально сделали так, чтобы было удобно населению. То есть, получается, напрямую платить нисколько не сложнее, чем сейчас люди оплачивают коммунальные услуги? Безусловно. И при этом еще и остается уверенность, что оплаченные деньги, они дошли именно до ресурсоснабжающей организации, в нашем случае до водоканала. И, Анатолий Андреевич, коротко, в 2 словах, немножко о планах водоканала на будущее. У нас планов много. Как знают горожане и жители республики, нашим Илдарханом поставлена задача, значит, водоканалу быть оператором по развитию сетей водоснабжения, значит, водоочистки, канализационных очистки по всей республике. Мы уже этим начали заниматься, поэтому будут концессионные договора по Жатаю, по Покровску. Готовимся от соглашения по Нижнему Бестеху, Верхневилюйский, и по многим таким районам вот эта работа будет продолжена. Что касается города Якутска, с 2000 года уже продолжим работу. Мы в этом году начали работу. Если горожане заметили, по Чернышевскому мы построили там насосную станцию. Будет у нас 3-й коллектор в городе, так как 2 коллектора не справляются, город растет. Да? Ну и 5-й водоузел в районе Залога. То есть все это в южной части города Якутска. Вот это грандиозное вот развитие инженерных коммуникаций, канализационного хозяйства города Якутска даст толчок и качеству, и развитию города. Анатолий Андреевич, спасибо вам за беседу и желаем нашему водоканалу глубокой реки, прозрачной воды и чистых труб. Спасибо.